Золотая осень в этом году щедра на культурные конкурсы. Только в сентябре региональный Минкульт объявил уже 4. Одним из значимых культурных событий в регионе станет 7-й международный кинофестиваль «Золотая башня», который призван более широко ознакомить жителей с достижениями российского кино и шедеврами мирового кинематографа. Прием заявок на участие начался с 24 сентября, продлится до 1 ноября. В конкурсные показы будут включены фильмы, прошедшие предварительный отбор. Заявлены могут быть фильмы как из всех регионов России, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль будет состоять из 2 частей. Торжественное открытие 7 ноября состоится, а торжественное закрытие с церемонией награждения победителей, призеров пройдет 12 числа ноября. Региональный Минкульт нацелен развивать не только кинематограф республики. В последнее время особое внимание начали уделять популяризации современной этнической музыки. С этой и другими целями с 12 по 19 октября в Ингушетии впервые пройдет международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая Зурна». Десятки творческих коллективов из разных уголков страны уже отправили заявки на участие. 12, 13 и 14 числах октября солисты-вокалисты, инструменталисты, вокальные ансамбли проведут концертные программы в домах культуры населенных пунктов Ингушетии. 15 числа состоится пресс-конференция, а уже 17 у башни Согласия в Магасе состоится гала-концерт, где жюри определят победителя «Золотой Зурны». Оцениваться будет по 2 номинациям. Это инструментальное исполнительство, то есть музыкальное направление, и вокальный жанр. Празднование столетия ингушской государственности состоится только в 2024 году. А Министерство культуры уже начало готовиться к юбилею. Объявлен в регионе конкурс на создание эскизов памятной монеты, посвященной столетию образования Ингушетии, близится к завершению. Материалы принимаются в электронном виде до 1 октября по указанному адресу. Жители региона уже отправили несколько десятков вариантов. На столетие ингушской государственности 100 тысяч рублей за первое место, второму победителю 50 тысяч рублей и за третье место 25 тысяч. Там нету никаких возрастных ограничений. Да, кстати, на этот конкурс также присланы уже много материалов на почту профильного отдела. Уже компетентное жюри занимается и рассматривает эти материалы. Не забываем и про 30-летие образования Ингушетии как республики. Также Минкульт продолжает принимать заявки на республиканский конкурс эскизов официальной эмблемы празднования памятной даты. Конкурс стартовал 15 августа и продлится до 15 ноября. Для участия нет возрастных ограничений. Основной целью организаторы считают не только популяризацию памятной даты, но и активизацию творческого труда участников. Желающие участвовать в конкурсе может зайти на сайт Министерства культуры или на инстаграм-страницу Министерства культуры, а также в другие соцсети и посмотреть информацию, куда надо отправить. С тем, кто победит, будет заключен договор отчуждения и на преобладание им исключительного права на этот эскиз. Также будет выдан денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Итоги республиканского конкурса эскизов официальной эмблемы празднования 30-летия образования Ингушетии подведут 25 декабря. Также Министерство культуры и республики напоминает, все мероприятия этой осенью обязательно будут проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Диана Дударова, Хамзат Халухаев, Новости 24.